С малых лет целеустремленно шел к своей мечте и стал профессионалом своего дела. Герой нашего следующего материала – Заурбек Икоев, игрок сборной России по мини-футболу. Большой опыт и высокий уровень мастерства. Именно так отзываются о спортсмене его тренеры. В конце октября в Греции проходил чемпионат мира по мини-футболу. Сборная России разгромила своих соперников. В составе команды воспитанник осетинской школы футбола. Тему продолжит Габриэла Гаглоева. Виртуозное владение мячом, трюки, которым Заур Икоев начал учиться еще ребенком. В футбольную секцию пришел в 7 лет, а уже в 16 в чемпионате России стал лучшим бомбардиром. Игроком заинтересовались иностранные клубы. Футболист из Осетии был на просмотре в германском Гамбурге. Возле 16 лет я уехал в Гамбург. Потом играл в Гамбурге, и меня вызвала сборная России юношеская. Ну, это формат тоже, это 11 на 11. Поехал на Кубок Содружества. И после Кубка Содружества ко мне начали подходить агенты и говорить, типа, зачем тебе Германия, оставайся здесь. В футбольной биографии Заура значатся клубы «Динамо», ЦСКА. Несколько игр сыграл за дубль «Сатурна». На одном из сборов повредил ногу, и о футболе спортсмену на время пришлось забыть. Начал играть уже в мини-футбол, так как у меня связки были порваны на голеностопе, и я уже не мог. Ну, мне трудно было в бутсы ногу засовывать, я играл в кроссовках и начал уже двигаться в зале. Была у нас команда по футзалу на юности. Эрик Березов ее тренировал, и мы начали заниматься с ними. Они играли в высшей лиге по футзалу. Не по мини-футболу, а футзал. Игра в мини-футбол началась в составе сборной Южной Осетии. Опыт и высокий класс Заурбек Икоев показал на чемпионате мира в Колумбии. И вновь приглашение. На этот раз в любительскую сборную России по мини-футболу. В сборной России я оказался благодаря турниру КФЛ. Он проходит каждый год в Москве в составе «Газпрома». Я за них, «Газпром» Ставрополь, я за них играю в формате 6 на 6, 7 на 7, 8 на 8. Также в мини-футбол играю за них на Ставропольский край. В составе любительской сборной России стал чемпионом мира по футболу 6 на 6. Турнир проходил с 12 по 20 октября в Греции на острове Крит. Спортсмены обыграли все команды в своей группе, выиграли у сборной Америки. По словам Заурбека Икоева, самая тяжелая игра у спортсменов выдалась со сборной Венгрии. По ходу игры у нас много было моментов, но не могли забить. Они нам забили 1-0, вели, и мы за 20 секунд до конца встречи забиваем и сравниваем счет. И по буллитам обыгрываем их и проходим уже в полуфинал, где нас ждала команда хозяев Греции. Было, конечно, трудно с ними. Повезло, что мы забили все свои моменты в первом тайме. Уже в первом тайме был счет 3-0. В финале сборная России сыграла с финалистами прошлого года, со сборной Польши. После первого тайма в копилке наших спортсменов 2 гола. Вернул в игру сборную Польши гол во втором тайме. Но и на это у сборной России нашелся ответ – еще 1 гол. В конце нам еще поляки забили, но мы сдержали этот счет и стали чемпионами мира. Эмоции, конечно, не передать словами. Это надо каждому человеку что-то выиграть. Такой, то ли это чемпионат Европы, то ли чемпионат мира, и он только так поймет какие-то эмоции. Словами не передать эти эмоции. Такая громкая победа – результат неустанных тренировок. Готовиться к чемпионату спортсмену помогали опытные тренера. Эти старты по любительскому футболу 6 на 6, 7 на 7, 8 на 8 в формате сборной России. Им совсем немного лет, еще и 2 даже нет. И занимаясь Зауром по большей степени индивидуально, поддерживая кондиции, улучшая его кондиции, помогая где-то в развитии его технико-тактических действий мини-футбольных, так как он участвует в тренировках и со сборной вуза, мы пришли к тому результату, который имеем на данный момент. Заур Икоев чемпион мира среди любителей и игрок сборной России. Сейчас у спортсменов небольшой перерыв, но в следующем году футболисты начнут готовиться к клубному чемпионату мира. Соревноваться будут порядка 80 команд со всего мира. Чемпионат пройдет весной в Москве. Габриэла Гаглоева, Аслан Тебиев. Новости Осетии.